Добрый день, дорогие зрители моего канала. Сегодня я нахожусь в очень интересном месте. В данном случае я стою в музее древних армянских ковров, и не только древних, да, который находится на территории завода Мегерян. Со мной стоит, Леонид Андреасян, директор по коммерции и производству. Хотелось бы, чтобы вы познакомили наших зрителей с местом, в котором мы сейчас стоим. Да, мы здесь сейчас стоим в музее старых армянских ковров, которые личная коллекция, малая часть, то есть личная коллекция Мегерянов. Здесь находится большая часть в Нью-Йорке. Мы сейчас познакомимся с несколькими экземплярами этих старых ковров разных лет, разной старости. Потом будем еще и посмотреть выставочный зал новых ковров. А к каким эпохам относятся, к каким векам относятся самые старые ковры? Ну, здесь самый старый ковер 17 века, но самый молодой, почти 100 лет. И известно, с какой территории Армении? Да, все известны, да, конечно, известны. Да. И ковры принадлежали именно Мегерянам, или они собирали с разных семей, нет, брали? Эти ковры не принадлежат. Сейчас, да, их собственность, эти ковры, но они все это собирали. Их подарили некоторые, чтобы они выставляли в музее. Но много из них, большая часть, они собирали, купили из частных коллекций, из частных людей, которые не могли больше держать эти ковры, потому что надо ухаживать, чтобы их сохранить для следующих поколений. А есть у вас ковры с какой-то очень интересной историей, своей личной, да, персональной? Например, есть, ковры, есть. которые спаслись от геноцида, так скажем. Да, есть такие ковры, тоже есть, которые ничего, эти семьи, которые спаслись от геноцида, ничего с собой не взяли, кроме этого ковра. Они ковер застелили на телегу, туда они садились на нем, вот так и вывезли этот ковер. Такой ковер-то тоже есть здесь. Таких ковров очень много было в Армении, к сожалению. Их продавали, их возили за границу. Мало осталось таких ковров сейчас, но у нас есть. Хорошо. Наверное, целесообразно будет уже конкретно ковры показать, да? Да, конечно. Перейти к экспонатам. Хорошо, познакомимся. Сзади нас находится, очень интересный ковер 1884 года. Он был выкан, этот ковер. Здесь даже написано. Давайте покажем поближе. Кто вязал этот ковер? Видите, да, символ? С датой тоже. В этом символ, да, и дата тоже. Написано имя, кто вязал этот ковер. Написано имя вязальщицы, Марьям. Вязальщицы, Марьям, да. Я хочу сказать нашим зрителям, что у армянских ковров, у каждого ковра есть свое название и стиль. Есть ковры-драконы. Вот в данном случае этот ковер... Арцахский ковер. Арцахский. Да, А какие на нем узоры? То есть здесь есть зашифрованные какие-то символы? Зашифрованные здесь нет узоры. Но есть здесь ковры, которые зашифрованы. Зашифрованы только имя. Ага, только я сказал, да. Ага, то есть потом это цветы и узоры. Да, цветы и узоры, да. Видите, античные такие человечки, зверюшки, такие пещерные. На очень многих коврах эти орнаменты есть, присутствуют они. В старых армянских коврах очень много их. Очень интересный ковер этот. Здесь написано письмо в этом ковре. Такое раньше, в древние времена, армяне очень много писали письма в коврах. Так как государство наше было все время в войнах с врагами, и когда во время войн гонец какого-то города хотел вывозить с города и сообщать нашим, чтобы они пришли на помощь, в коврах писали письмо. Потому что гонца поймали, письмо не могли читать, он говорит, что он торговец коврами,
Ну, самое худшее, что было, забрали ковер, его отпускали. А когда письмо нашли, читали, и его обезглавили. Или казнили конца. Вот поэтому очень много вот писали письма. А очень у этого ковра какая-нибудь история? Да, Есть, ну, как он это ковер называется? Сиван называется. Видите, потрепанный, старенький, порванный этот какого ковер. века? Ну, 150 лет приблизительно ему, этому ковру. И интересное то, что он такой старенький, но цвета как будто только что покрашены. Цвета яркие, светлые, так и остались, не потускнели, А вот потому что они натуральные А цвета. вот чем красили ковры? Ковры ну, разными цветами, корнями, кожурами. Мы и сейчас нигерян Вы и щас так в компании, да, мы сейчас вот именно красим вот по этой технологии. Эта технология была утеряна. Почти 100 лет во время Советского Союза красили почти 100 лет, красили химическими красителями. Но потом, как нигеряне купили эту фабрику, вот мы по старую технологию вернули. И узел армянский двойной вернули, и технология крашения натуральная вернули. То есть И сейчас вы гарантируете стопроцентную натуральность вашей продукции да, уже именно, на заводе? Да, конечно. А сейчас в рынке, знаете, вы сами, очень много производителей. Рынок очень строг, очень суров. Да. Надо конкурировать, а для этого должен производить такие ковры, которые были бы конкурентоспособны. Поэтому мы все делаем, то, что сейчас делаем, все натурально делаем. И сырье, и крашение, абсолютно все. Я про этот ковер хочу рассказать. Ну, это Западная Армения, регион Васпуракан. Вот ковер там произвели как раз до геноцида, приблизительно 120 лет этому ковру. Его оттуда вывезли, и вот этот ковер вывезли оттуда на телеге. Постелили на телегу, вот дети все сидели, ели-ели. Они вышли из этой резни в Восточную Армению и привезли этот ковер с собой. Потом мы это приобрели, этот ковер. И эта семья, которая у него была, этот ковер, они вот рассказали нам про эту историю. Это очень хорошо сохранился, этот ковер, потому что все время висел на стене. Его Не помялся? Нет, не помялся, не поселили на пол, по нем не ходили, поэтому так хорошо сохранился. Очень красивый ковер. А вот такой вопрос. В основном эти ковры, они для мебели или как для напольного покрытия используются? Ну, вообще-то надо на пол постелить, по нему ходить, чтобы он состарился, чтобы эти года видны были на нем. Да, то есть у Ну, ковров есть такой да, закон, ну, да, на использования. это, говорю я, что приблизительно 120 лет этому ковру, 120-130 лет. Ну, смотрите, как будто новенький. Эти года не видно, да, мягенькие, не видно, да, эти года. Но на этот ковер посмотрите, по нему ходили, использовали этот ковер, да. Он износился, вот видите, Да, поношенный, порванный, и видно, что он старенький ковер. Ну, это миндальный ковер, вот миндаль, знак плодородия, символ плодородия. А да. из какого региона он? Он из Карабаха, арцахский То есть ковер. четко различаются по узорам, да? Вот карабахский, По варский, технологии азербайджанский. вязания, да, Даже технологии. по технологии, конечно. По технологии, по узорам, по дизайну. Конечно, самое главное – это дизайн и цвета. Самое главное. Ну, это по технологии, и по цветам, и по дизайну. Это настоящий арцахский карабахский ковер. 200 лет, кстати. 200 лет. Приблизительно. Такой вопрос. Я вижу, что музей действительно масштабный. Сколько туристов примерно в течение года к вам приходит, вот именно иногородних? Иногородних или иноземных? Иноземных и иногородних, почему бы и нет, может быть, из других регионов Армении люди Из приезжают. других И иноземных регионов тоже. Очень много приезжают и местные, ну, самое большее из-за рубежа, из ближнего, из дальнего, То есть тоже, туристы со в всего основном мира. армяне или иностранцы? Иностранцы в основном. Иностранцы. В основном 80% это иностранцы. 80? Да, большинство, конечно.
А диаспора, если Диаспора взять тоже. за иностранцев берет? Диаспора, да. Ну, они тоже иностранцы, да, армяне. Ну, по факту, да. Да, по паспорту, по всему они иностранцы. По этнику, да, они армяне. А как часто ваши гости, которые посещают музей, потом уходят с ковром в руках от вас? Но я честно вам скажу, до позапрошлого года, до кризиса того, что начался вот, позапрошлом году, в ноябре, с Россией, конечно, начался все это, эти санкции, эти войны. До этого, наверное, все группы что-то, которые побывали у нас, что-то покупали. Ну, я не говорю большие ковры, средние или маленькие, ну что-то, хоть маленький что-то. Какой-нибудь коврик, да, крошечный да, хотя бы. ну да, армянского что-то, мигерянского, вот они взяли, ну, мне рассказали, как производим, они сами видят все это, как мы делаем, как мы красим, как моем, как стрижем эти ковры. То есть все наглядно для покупателя. Да, наглядно, да, они все видят ведь своими глазами. Когда они видят, они уже наглядно видят. Это не то, что в магазине ты сказал, это натурально, это то, это то. Да. Да, понимаете, они сами видят, да, это натурально, вот красят цветками прямо у меня. Да, и цвет видит какой. Да. На ковре этот цвет тоже видит. Но это другое дело. А когда в магазине начинают уговаривать или наоборот не уговаривать, ему нравится, покупает или где-то задумывается, ну они говорят, может быть, это неправда. Не тот, а когда они сами видят, да, тогда много покупают. Ну, в прошлом году немножко понизился вот тенденция, да, покупки. Да, в этот год, я думаю, что снова повысится, я не знаю, будем думать хорошего, чтобы хорошо было. То есть туристов у нас в Армении побольше будет? Да, да, туристов, да, много. Я думаю, что в этом году еще больше будет. Ну, компания Мигерян была основана в 1917 году в городе Нью-Йорке со стороны деда, ну, сегодняшних собственников. Вот дед, его братья. Это фото сделано в Западной Армении до геноцида. А вот они из какого региона Армении? Кесария. Кесария. Да. Тогда было сделано после геноцида. Он эмигрировал именно в Нью-Йорк и открыл вот эту компанию. Сперва он старыми коврами занимался, купил, продавал, а уж производством начали заниматься его внуки. А на фотографии супружеская пара это кто? Это родители, отец и мать сегодняшних собственников. Джон Мигерян и Ноэми Мигерян, мать и отец. Еще один вопрос, который, я думаю, заинтересует наших зрителей, возможно, потенциальных покупателей. В какой технике, вернее, какие узоры, используя, работают ваши мастерицы? Они придумывают от себя что-то или берут то, что вот есть в музее, может быть, копируют, или это с нуля создается абсолютно? Если делать то же самое все время повторять, не создать новое, значит, ты погибнешь. Это во всех отраслях. То есть все ваши ковры похожи, да? Надо все время что-то создавать. Нет, то, что у нас есть в музее, вот здесь, что вы видите сами, это все мы заново вот наши дизайнеры рисуют, и мы производим. Чтобы наша история не потерялась. На основе вот исторических каких-то узоров. Кроме этого, мы делаем новые дизайны тоже. Но не берем из разных старых ковров, такой микс какой-то сделаем, потом производим. Это некрасиво. Если делать, надо делать. То есть эрзурумский ковер с ванским вы не микшируете? Или с карабахским. Или с карабахским, да. Это некрасиво будет, если миксировать это все. Если старое, то копию, цветами, все должен ты делать родной ковер, тот, который делали раньше, веками раньше, чтобы это все продолжалось, не терялась твоя история. А то, что мы делаем только старые, нет, создаем, пересоздаем. Новые дизайны тоже делаем. У нас есть дизайнеры, которые рисуют, и есть
еще из заказа. Они дают свои дизайны, свои замыслы, это превращает, наши дизайнеры превращают в дизайн, наши ковравщики вяжут эти дизайны. А откуда вы берете своих мастериц? Вот, где вы их находите? Мастерицы, заканчивают школу, они у нас в Армении есть специальные школы по созданию Нет, не школа, да? Колледжи есть, 2 колледжа есть, где их учат коврать. Оттуда идут. И еще 2 университета есть, где их обучают технологии. Ковроделие, история, в общем, обо всем. Кроме того, есть такие девочки, которые хотят, именно им очень нравится эта работа. Приходят, мы их учим, они остаются и у нас работают. Так что нет нехватки рабочих сил. Да. У нас по количеству вашей продукции это заметно, что у вас очень много ковров. У нас 20 фабрик по Армении, где все и по районам есть, где работают. А где конкретно в городе можно ваши магазины? На улице Абувяна? Абувяна, да. И это здесь. И тоже, здесь. да. А дальше уже по республике. По республике Нет, что? Есть магазины? Нет. Нет. А за границей? За границей, да, есть. Где, в каких странах? Самое в Швейцарии есть, откуда продают по всей Европе. В Нью-Йорке есть, откуда продают по Северному и по Южному Америке. Да. И по всему миру. Да. Даже в Новой Зеландии тоже. Летают ковры, самолеты армянские. Здесь, да, мы здесь отсюда очень много в прошлом году, именно в Австралии. Несколько туристов было, они покупали. Да. И мы отослали туда. Большое вам спасибо за беседу. Не буду вас задерживать и немножечко покажу нашим зрителям музей, если можно. Самый старый ковер тоже покажется. Обязательно. 400 лет ему, 17 веке. И карту. Да, покажите. Спасибо большое. Пожалуйста.